Спартыўнаму фэсту ўжо 4 гады. Ён праводзіўся ў Гродно, Мінску і на Віцебшчыне. Сёлета завітаў на Брэшчыну. В этом году участвует 14 команд, фактически из 3 стран. То есть у Беларуснефти свои филиалы, которые работают на Украине, в России. Они тоже здесь с нами. И все собираются для того, чтобы лучше узнать друг друга, укрепить свои связи, отношения, почувствовать командный дух, сплотиться для того, чтобы мы могли гордиться и успешно работать в компании «Беларуснефть». Велосипедный квест, лабірынт, эстафета, тэхніка пешаходнага і воднага турызму і нават баскетбольны дартс. Спортивная программа была насыщена разными видами. Настрой очень позитивный, очень нравятся хорошие изменения, постоянно в лучшую сторону. На данный момент очень понравилось. Свой секрет успеха – не минуты покоя, наверное, движение, еще раз движение. Вось такие міні-планёркі ў кароткія часы адпачынку можна ўбачыць паўсюдна. У кожнай команды свой стиль и девиз. Команда из Украины называется «Мара». Команда, значит, уже второй раз принимает участие в турсуете. Компания у нас молодая, только начала работать на Украине. Мы дочернее предприятие «Беларуснефти». Сидели, думали. Все-таки мы люди творческие, мечтательные. Мечтаем хорошо работать, долго работать. На Украине этот проект осваивать, разрабатывать. Поэтому команда мечты. Мы мечтатели. Разом со спартыўнай складаючай суседнічае творчае. Конкурс визиток и представление команд, оформление лагеру. Кожная сборная имкнулася выявить свою рызынку. У нас это уже 3-й подряд, как нашей сборной команды. Мы участвуем в туристическом слете. Специально приобрели такое помещение, в котором мы тоже располагаемся. Оно своего рода экзотика на данном турслете, потому что подчеркивает, можно сказать, самобытность Ямала. Беларусьнафта – буйное беларускае прадпрыемства, у складзе якога зараз працуе каля 25 тысяч чалавек. Его география охоплівае не только Беларусь, Россию и Украину, таксама и краіны Латинской Америки. Люди должны общаться друг с другом, потому что когда каждый работает в своей сфере и даже не знает о том, что там кто-то добывает нефть, кто-то продает топливо на автозаправочных станциях, кто-то оказывает какие-то услуги за рубежом. И когда люди просто общаются и в процессе общения узнают о предприятии, узнают о том, насколько широки сферы его деятельности, это, безусловно, сплочает, это заставляет людей гордиться тем, что они работают в такой хорошей крупной компании. Независимо от того, кто какие-то места займет, я думаю, что заряд бодрости, положительных эмоций каждая команда получит и будет, наверное, помнит, и передавать своим коллегам, которые, к сожалению, не смогли участвовать. По крайней мере, это будет приятные отклики, получат именно наше предприятие, наши люди, наши работники. И гэта лічаць удзельнікі турзлёта галоўны падарунак. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».